Из большого количества товариществ выбор пал на сад номер 3. Наша съемочная группа бывала здесь неоднократно, освещала тему нехватки воды. Как сегодня обстоят дела с поливом, нам рассказали заядлые дачники, семья Охроменко. Свой участок они держат с 1971 года. Как бы тяжело ни было, его они ни разу не бросали. Мы здесь живем, и отдыхаем, и работаем. Все мы здесь делаем. Все выращиваем, все растет. Сейчас вода у нас отличная, председатель хороший у нас. Спасибо ему большое за все, что он нас водой обеспечивает сейчас. И нервы спокойные. Когда воды не было, все были взъерошенные, на нервах, все кричали. А сейчас все спокойные. Поливаем, открываем. Точно по расписанию все дается вода у нас. Так что очень хорошо. Так что пусть нашим садом сейчас все завидуют уже. На своих 5 сотках Надежда Петровна вместе с супругом Николаем Карповичем проводит 5 месяцев в году. Выращивают абсолютно все – огурцы, томаты, перец, виноград. Особенно в этом году порадовал урожай баклажанов. Баклажан у нас вообще в этом году чуть ли плод не по полкило. Вообще большие были. Как кабачки почти. Как кабачки. И так каждый год. Родится все. Многие в этом сезоне жалуются на неурожай картофеля. Но и здесь, в чете Охроменко, есть чем похвастать. Посадили 16 ведер картошки, выкопали 150. Ухаживать нужно за тем, что выращиваешь, и урожай будет под стать, уверен Николай Карпович. Один год вот такие кочаны были. Как уж она называлась-то? Каменная голова. А каменная голова, вот именно голова. 20, не знаю, 16 килограмм было точно. Надежда Петровна и Николай Карпович – люди работящие. В свое время она работала в энергоцехе, он столяром в ремстройцехе, затем в СМУ. Сейчас оба пенсионера. На их участке завидный порядок, все на своем месте. И несмотря на осень, ни травинки. С мнением, что сад содержать невыгодно, наши герои не согласны. Прям для себя как это невыгодно. Почему невыгодно? Хоть лучок весной, хоть что-нибудь, хоть петрушку, и то свое, не бежишь на базар, не покупаешь это за какие-то копейки. Пусть там копейки они стоят. Не знаю, я считаю выгодно. Он оправдывает себя. Оправдывается. Как не оправдывает? Я даже этот взнос и все, я ягодами оправдываю. Даже больше. Так что не знаю. Наверное, для здоровья, для души. Для здоровья, для души, конечно. Здесь приходишь, все забывается. И что у тебя, какие болячки, все в сторону уходят. Так что мне нравится лично. Здесь главное нужно терпение и труд свой уважать. В 7 встаю, и вот когда светло было, и до 12 не захожу. Все время что-то делаю, движение. Все время. Хоть ноги болят, я не обращаю внимания. Двигаюсь и двигаюсь. А что? Здесь иначе нельзя. Иначе ничего не добьешься ведь. Да у меня любимое все здесь. За деревьями тоже уход нужен. Где-то обрызгать, где-то подрезать, где-то, так, по мелочи. Я говорю, без работы в саду не бываешь. А в чем секрет хорошего урожая, как вы думаете? Как? В труду. В своих отношениях. Любое самое. К земле относишься хорошо, она и тоже отдачу дает. Дружные отношения складываются у семьи Охроменко и с остальными дачниками. Соседи тоже пенсионеры и все лето проводят в огороде. Открытие и закрытие садового сезона отмечают вместе. У нас и квартал хороший, и соседи все хорошие. Самое главное, сам будешь хороший, и все будет хорошо. Мы ничего не делим между собой. Да. Друг другу подсказываем, что помогаем, когда если бывает, что нужно. Так что все хорошо. Так что пусть молодежь завидует и работают. А соседи и вправду добрые. Завидев нашу съемочную группу, принялись угощать нас спелыми яблоками. Валентина Ивановна Мальковская и Мария Петровна Куракова также заядлые дачницы. Признаются, что без своих 6 соток ни дня прожить не могут и очень переживают за заброшенные участки, которых с каждым годом становится все больше. И я призываю всю молодежь: не бросайте родительские сады. Я так переживаю, что вдруг мои дети бросят сад, где вся наша молодость прошла, где они выросли. Надеюсь, будут еще свой сад, если меня, нас уже это не станет. И всех призываю. Столько заброшенных садов, такие хорошие домики. И спросишь, родители умерли, а дети почему-то в память о родителях бы хотя бы они приезжали,
убрались, ну и отдыхали бы, и своих детей бы приучали к этому труду. В лес не наездишься, у всех, конечно, машины, на природу, в Крым, но у нас ничуть не хуже. Как жить на пенсии, каждый выбирает сам. Для одних удовольствие гулять по парку, смотреть телевизор и вязать носки, для других копаться в огороде и готовить соленья на зиму. В любом случае, пенсионный возраст – пора прекрасная. Это важный период, когда можно посвятить себя любимому делу. А старики говорили, за землю надо держаться, кормилица она. Так ведь? Вот главная земля. Будет земля, значит, мы не умрем. Ну и у нас в собственности вот хоть кусочек маленький, но земля у нас есть. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуллин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.